Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Новое отделение межрегиональной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» открылась в Бахчисарае. Статьи о крымчанах разных национальностей, награжденных высшей степенью отличия в СССР, вошли в брошюру «Герои Крымской земли». В селе Болотное Джанкойского района завершилась реконструкция моста, который обрушился весной прошлого года. На этот и другие вопросы ответят наши корреспонденты в следующие полчаса. Россия – важная страна, это военная сверхдержава. Такое заявление сделал действующий президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он отметил, что все заинтересованы в успешной России, в росте ее экономики, в ее хороших отношениях с соседними странами. Также Обама выразил надежду, что новый глава государства Дональд Трамп продолжит подход сотрудничества с Россией, но при этом будет противостоять Москве там, где ее взгляды расходятся с Вашингтоном. Что касается России, мой принципиальный подход не менялся с тех пор, как я стал президентом. Россия – важная страна. Это военная сверхдержава. Она имеет влияние в регионе и по всему миру. Для того, чтобы мы могли решать множество сложных задач, в наших интересах работать вместе с Россией. Я пытался вести конструктивный диалог с Москвой, но я реалистичен в понимании того, что у нас есть огромные различия. Различия в том, как видит мир Россия и как видим его мы. Сегодня состоялось заседание комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Асан Абибулаев продолжит. Определяющим фактором в сфере реализации государственной национальной политики Республики Крым является указ президента Российской Федерации Владимира Путина о мерах по реабилитации репрессированных народов Крыма и государственной поддержке их возрождения, основной целью которой является восстановление исторической справедливости и устранение последствий депортации. Администрацией Симферопольского района на сегодняшний день созданы и работает отдел по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Руководствуется деятельностью, направленную на работу согласно закону Республики о мерах социальной поддержки реабилитированных народов Крыма. Согласно этого законодательного акта на территории Республики Крым гражданам выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. Производится оплата 50% от занимаемой площади жилых помещений в коммунальных квартирах, в том числе и членам их семей. Оплата в размере 50% коммунальных услуг и также оплата в размере 50% за подключение к водоотведению, газоснабжению, электроснабжению. Имеют право также граждане на бесплатное установление стационарного телефона, льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по городским и пригородным маршрутам. Постановлением Совета министров от номер 611 также утвержден порядок обеспечения жилья граждан из числа депортированных. Вот что в рамках этих вышеперечисленных законодательных актов, начиная от указа президента и постановлением Совета министров, делается на территории Симферопольского района, является также вопросами, рассматриваем на заседании следующей нашей комиссии. Я буквально попрошу у вас минут 5-6 времени внимания и расскажу, что в рамках этого уже нами сделано. Вице-спикер Республики Крым Ремзи Ильясов подчеркнул, что главная задача комиссии – это принять все меры, чтобы репрессированные народы были восстановлены в своих правах. Принять все меры, чтобы репрессированные были восстановлены в своих правах, права как реабилитированные. Это главная задача комиссии. И более того, учитывая массовые просто обращения людей, сегодня от этих комиссий очень много зависит. В том числе и какова будет ситуация в целом в Крыму или в регионе, или конкретно на их территории в плане социальной напряженности, будет или не будет она. И при этом, безусловно, мы как законодательный орган, я дал им понять, что мониторьте, встречайтесь с людьми, проводите собрания, на места выезжайте. Возможно, где-то надо будет какие-то поправки вносить, те или иные нормативные правовые акты, о чем мы должны вовремя все знать, для того, чтобы принимать своевременное решение.
В Бахчисарае открылось новое отделение межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация». Это уже третье отделение организации. Еще два работают в Кировском и Джанкойском районах. Чем интересно местное отделение для предпринимателей и кто его возглавил, знает Сабрия Халиляева. Первым делом представители организации «Новая формация» избрали главу местного отделения. Им стал депутат Государственного совета первого созыва Республики Крым Дмитрий Рогачев. Он сразу же принялся за работу и первым делом вручил главе Табачинского сельского поселения сертификат на сумму 30 тысяч рублей на приобретение формы и спортивного снаряжения школы имени Федора Фуглева. Но это еще не все. В ближайшие планы нового руководителя входит создание аллеи субъектов Российской Федерации, которая будет находиться вдоль улицы Фрунзе до 6-го рынка. Это объявление конкурса будет среди архитекторов, дизайнеров, которые здесь обучаются. Мы хотим создать предпроектное такое решение в виде эскизного предложения для городской администрации создания аллеи субъектов федерации. То есть здесь в городе непосредственно Бахчисарае. И то есть собраться нам будет совместно установить правила этого конкурса. И лучшее эскизное предложение, которое жюри выберет, так сказать, будет те ребята, тот коллектив, который это предложит, будет награжден тоже денежной премией. Председатель комитета по работе с регионами межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» Олег Рогожин отметил, что все больше и больше предпринимателей хотят развивать культуру ведения бизнеса. Если к таким вопросам будут приобщаться, подключаться депутаты Госсовета, и бизнес себя будет поувереннее чувствовать, и экономика Крыма будет значительно влиять на развитие экономики Крыма. Предприниматели Бахчисарая и Бахчисарайского района считают, что в Бахчисарае давно нужно было открыть отделение «Новой формации». В городе много предпринимателей, которые занимаются благотворительностью в разобщенном порядке. Открытие отделения поможет консолидировать силы предпринимателей. Под общим руководством согласовывать вопросы какие-то, тем более в наше время сейчас много и юридические темы, и практические, которые выходят на нашу деятельность. Мы в настоящее время многие не знаем в вопросах правовых, как этим заниматься. То есть это должно быть организовано в какую-то структуру, которая бы имела возможность доводить до предпринимателей те, так будем говорить, задачи, которые стоят на сегодняшний день. За 3 месяца существования «Новой формации» такие отделения открылись в Джанкое и в поселке Кировское. По словам председателя общественной организации Юрия Арапетяна, на сегодняшний день в состав организации входит около 100 человек. До конца года у нас в графике стоит Ялта, 9 декабря, 25 ноября Феодосия, 9 декабря Ялта, 15 декабря город Севастополь. Это пока то, что в графике. Помимо этого у нас запланировано раздольное. Если мы успеем в этом году, будет здорово, потому что там пока костяк формируется. По словам Юрия Репетяна, благодаря организации формируется связь между предпринимателями и республиканской властью. Также появляется возможность предоставить людям новые рабочие места. Работа организации не стоит на месте. В ближайших планах выйти на всероссийский уровень и открыть региональное отделение в Санкт-Петербурге. Сабрия Халиляева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2106 и грузопассажирского автомобиля «Форд Транзит» произошла сегодня утром на трассе Белогорск-Нижнегорский. К месту ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования. По предварительной версии, водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадало 6 человек, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшие доставлены в отделение Белогорской больницы. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 20 человек и 8 единиц техники. Сегодня в Симферополе состоялась презентация второго издания брошюры «Герои Крымской земли», куда вошли статьи о крымчанах разных национальностей, награжденных высшей степенью отличия в СССР. На презентации побывала и наш корреспондент Айша Шулакова. Это уже второе издание брошюры «Герои Крымской земли». Впервые в печать небольшое книжное издание вышло в январе этого года. Тогда в него вошли статьи о 20 крымчанах разных национальностей, награжденных высшей степенью отличия в СССР. Во второй брошюре напечатана информация о 41 герое. Цель проекта – объединение молодежи полуострова на почве всеобщего героического прошлого. Брошюра разработана и напечатана по инициативе организации «Новая альтернатива» при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Это не коммерческий проект. Он реализован на средства Международной исламской миссии. Чтобы передать и Духовному управлению мусульман Крыма, и Министерству образования,
для ребят, которые обучаются на крымско-татарском языке. Вот. И еще мы передадим ее в Крымский федеральный университет для проведения уроков военно-патриотического воспитания в структурных подразделениях КФУ. Брошюра выпущена на 2 языках – крымско-татарском и русском. Тираж небольшой, по 500 экземпляров на каждом языке. Переводом на крымско-татарский язык занимался писатель-журналист Аблезис Велиев. На презентации присутствовали 15 человек, которые внесли свой вклад в издание брошюры. Всем им были вручены благодарности. Заместитель председателя Государственного совета, председатель общественного движения «Крым» Ремзи Ильясов также был отмечен данной грамотой. Войну выиграл народ, поэтому она называется Отечественной войной. Ну и тот героизм, который проявляли наши герои, люди разных национальностей, как раз таки показывает, что патриотизм, который был в то время у советских людей, как раз таки позволил так самоотверженно отстоять свою родину, независимость родины, освободить не только Советский Союз бывший, но и всю Европу от этой нечисти, как от фашистов. В брошюре напечатаны статьи о подвигах крымских героев, 10 из которых крымские татары. Это Аметхан Султан, Абдуль Тейфух, Фетислям Абилов, Узейр Абдураманов, Алими Абдинанова, Сейт Неби Абдураманов, Сейт Нафе, Сейт Велиев, Насибула Велиляев, Умер Адаманов и Абдураим Решедов. На презентации издания присутствовал и правнук одного из героев Советского Союза Сергея Кострицкого. Прадед парня был награжден 2 орденами Ленина, Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Потомок ветерана рассказал о подвиге своего предка. Он повел 3-ю катерную бригаду в войне с Японией на саму Японию. И его бригада выполнила успешное задание. За это он получил звезду Героя Советского Союза. Представитель Духовного управления мусульман Крыма Руслан Абдулаев рассказал, что муфтият всегда способствует реализации различных проектов, которые направлены на консолидацию мира на полуострове. Мы всегда поддерживаем нашу молодежь, которая стремится к изучению истории. Если есть какие-нибудь идеи, то мы всегда поможем во всех начинаниях. Кроме брошюры, информацию о крымских героях можно будет увидеть и в интернете. В будущем статьи также будут размещены и в электронном виде на сайте автономной некоммерческой организации «Новая альтернатива». Айша Шулакова, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Строители завершили в селе Болотное Джанкойского района реконструкцию моста, который обрушился весной прошлого года. Об этом сегодня сообщил директор государственного унитарного предприятия служба технического надзора Владимир Александренко. По его словам, с обеих сторон уже проложена автодорога, а полотно заасфальтировано. На мосту осталось провести разметку дороги и выполнить 2 усадочных шва. Напомним, 22 мая 2015 года на автомобильной дороге местного значения между селами Болотное и Заречное Джанкойского района Крыма произошло проседание и последующее обрушение дорожного полотна через реку Победная. После этого был построен временный переезд длиной в 3 километра. Восстановлением моста занимался подрядчик из Республики Татарстан. Ранее планировалось завершить строительные работы до 5 декабря. В Белогорске в рамках совместного социально-правового проекта Госкомнации и телеканала «Милет» состоялась выездная юридическая консультация. Специалисты комитета вместе с ведущей правовой телепрограммы «Бызымак Кымыс» Оксаной Лободой встретились с жителями города и района и ответили на волнующие их вопросы. Ришиде Умерова приехала на консультацию к юристам из села Петрова Белогорского района. В течение многих лет женщина стояла на полянах протеста, надеясь на выделение ей земельного участка под строительство жилого дома. Однако, несмотря на все обещания властей, реализовать свое право на землю при Украине ей так и не удалось. Признается, когда узнала, что участникам полян протеста будут выделять участки, сразу не поверила и не подала данные в реестр. После того, как в селе Мирное Симферопольского района более 2000 человек участки все же получили, решила тоже подать заявление. Возможно ли это в ее случае, пришла узнать у специалистов Госкомнатса. Могу ли я получить земельный участок по строительству жилого дома как участник поляны протеста, так как мы не вошли вовремя, не сдали документацию. И вот такой вопрос сегодня возник. Посоветовали написать заявление, написать обосновательно, какой был номер участка, кто был старший на участке, то есть показать в обязательном порядке, где находится этот земельный участок, потому что у нас непосредственно было такое задание выстроить времянки. Там есть какие-то, я думаю, что остатки уже от того, что мы строили. Шефика Фундукчиева рассказывает, хочет продать часть дома в Ялте, но не знает, как разделить имущество. Куда надо обращаться, а также о процедуре раздела, ей пояснили юристы. Я пришла по квартирному вопросу.
Там квартира на 2 хозяина, как бы. 1/4 и 3/4. Большая часть моя. И мы не можем разделить его. Теперь надо через суд нам раздел, счета разделить и узаконить вот эти планировки. Юрист Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Нариман Османов говорит, в Белогорске большинство жителей обратились за консультацией по земельным вопросам. Сегодня было много обращений граждан, были различные вопросы. Вопросы касались земельных отношений, вопросы раздела имущества, гражданства, а также наследства. Что касается последнего, гражданки посоветовали обратиться в суд для восстановления срока вступления в наследство. В следующую пятницу выездная юридическая консультация специалистов Госкомнатса состоится в Симферополе, в здании администрации города. Оксана Лобода и Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Наш многонациональный Крым, по таким названиям стартовал конкурс детского рисунка. Все подробности знает Султания Ситакаева. Руководитель пресс-службы Госкомнатса Зарина Сулейманова рассказала, что в преддверии новогодних праздников возникла идея организовать конкурс детского рисунка. Она считает, что интересно будет увидеть наш многонациональный Крым глазами маленьких крымчан. Для участия в конкурсе необходимо до 23 декабря прислать рисунок по почте с указанием фамилии, имени, возраста ребенка и номерами телефонов родителей по адресу город Симферополь, улица Трубаченко, 23. Или в хорошем качестве отправить фото рисунка на электронный адрес, который указан на экране, с пометкой «Конкурс детского рисунка». Основной задачей конкурса является воспитание патриотизма и укрепление межнационального единства среди маленьких крымчан. Итоги конкурса будут подведены перед Новым годом. Хотелось бы также добавить, что все участники конкурса получат гарантированные подарки и приятные сюрпризы от организаторов. Сегодня наша телевизионная группа отправилась к одним из конкурсантов. Эдие и Эдем Суфьяновы учатся в 5 классе. Стараются не пропускать массовые мероприятия. Конкурс «Наш многонациональный Крым» не стал исключением. Я узнала об этом конкурсе в Фейсбуке, там было написано об этом. И тоже захотела принять участие, как-то поинтересоваться. И в этом рисунке я нарисовала людей разных национальностей, которые помогают друг другу и поддерживают. И если мы все будем дружить, то у нас все будет хорошо всегда. Эдем Суфьянов очень любит рисовать. Это одно из его увлечений. Кроме этого, дети танцуют, занимаются вокалом и театральным мастерством. Эдем рассказал, какой рисунок представит на конкурсе. Я люблю рисовать. Сегодня я нарисовала о том, что наш Крым многонационален. Я хочу сказать, что если все национальности будут дружить, то мы будем непобедимы. Итоги конкурса будут объявлены в предновогоднем выпуске газеты «Мираба». Для конкурсантов будет организована выставка всех работ и новогодняя праздничная елка. Сегодня Эдие и Эдем, сфотографировав свои рисунки, отправят по указанному электронному адресу. Они надеются занять призовые места, а мы, в свою очередь, желаем им удачи. Султания Ситакаева, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Творчество объединяет детей. В Крыму впервые состоялся фестиваль одаренных детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу». Он прошел во Дворце детского и юношеского творчества. В мероприятии приняли участие более 1000 детей. Корреспондент Гульнара Каримова знает все подробности. Фестиваль одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» проходит в Крыму впервые. Благодаря этому фестивалю каждый хочет доказать, что ничем не отличается от здорового. Их работу можно наблюдать часами. А самое главное, они хотят выздороветь, помочь выздороветь другим. В России фестиваль «Шаг навстречу» проходит в городе Санкт-Петербург уже около 10 лет. А также он известен во многих странах мира. Ребята с ограниченными возможностями сами выступают на сцене. Они поют и рисуют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Их талант не знает границ. Своим примером они вдохновляют. Нацелено оно в первую очередь на то, чтобы показать, что дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью, они владеют и обладают теми же правами, как и обычные дети. И в первую очередь это право на жизнь и право на то, что они показывают свои умения, способности, что эти дети обладают такими же способностями, они такие же одаренные, как и обычные дети. Фестиваль проходит в 2 этапа. Принять участие в 8 номинациях подали заявки более 1000 детей из 18 регионов. Из них призерами
стали 70 человек. 9-летний Владислав Федяев с детства любит рисовать. У него не функционируют конечности, но юноша нашел способ рисовать, зажимая кисть губами. Вообще он очень любит рисовать, но хочет стать доктором. Потому что он говорит, я хочу, чтобы все детки были здоровыми. И все время говорит, что бабушка, я буду стараться, чтобы пойти ножками и чтобы у меня ручки работали, потому что я хочу таким быть, как все детки. Я хочу познакомиться с рисунками, какие они бывают, как они рисуют детки. Арслану Бекирову 10 лет, у него нет одной кисти. 4 года назад он решил заниматься смешанными единоборствами. Его тренер Нурия Аблязов рассказывает, когда Арслан пришел к нему, сначала он растерялся, не знал, как его учить, но после убедился, он ничем не отличается от других детей. Честно говоря, думал, что это будет очень тяжело работать с таким ребенком. И ему, и мне, и психологически, и физически. Но я, как тренер, ошибся, потому что вот у таких детей, оказывается, вот эти возможности, они не ограничены, они не ограничены. То есть, наоборот, этих возможностей больше, наверное, в порядок, чем вот у детей, у которых каких-то недостатков нет. Я занимаюсь хортингом 4 года, но еще я хожу на тэквондо 3 года уже. Мне нравится ходить на хортинг. Тренер очень хороший. После мастер-классов состоялась концертная программа и церемония награждения. Каждый ребенок получил диплом и ценные призы. А самое главное – море положительных эмоций. За 3-е место Бароненко Алевтина. Моя дочь участвовала в конкурсе, делали оригами, рябину. Мы получили призовое место. Очень рады и хотим на следующий год поучаствовать опять в этом конкурсе. В этот день все было похоже на сказку, главным героем которой были участники фестиваля. Ребята, которые своим примером доказали, что для творчества нет преград. Гульнара Каримова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Известный судакский художник, автор более 100 картин, по образованию агроном, военный писатель. Все это об Ахтеме Алиеве. В свои 72 года он зарекомендовал себя не только как художник, но и как поэт и писатель. При этом художник-любитель мечтает стать профессионалом. Встретиться с талантом удалось и нашему корреспонденту Софии Шукуровой. Интерес к написанию картин у Ахтембея появился еще в детстве. Тогда он рассказывает, его брат, художник Февзи Алиев, который учился вместе с известной художницей Заремой Трасиновой, привил любовь к искусству. Пользовался учебниками, которые он иногда приносил домой. Читал, постепенно вникал в эту суть. Я же, когда увидел портреты, я думал, как можно нарисовать на бумаге человеческий облик, такой вид, или пейзаж, или какой-нибудь натюрморт. И вот я пробовал, и в конце концов постепенно мне сказали, что я уже стал художником. Я сам не профессионал, я любитель, аматорский художник. Серьезно рисованием картин Ахтембей начал заниматься после возвращения на родину в Крым в 1975 году. Признается, вдохновение получал от природы родного края. Когда увидел прекрасный наш родной край, я же не представлял ее, раньше не был я здесь. Я думал, море и земля все ровное, а здесь кругом такие пейзажи, такие горы, такие скалы, такие волны, очень красивые. И вот эта все красота вдохновила меня на написание этих пейзажей. Таракташ, красота побережья, южное побережье, Бахчисарай. Художник пишет пейзажи, натюрморты, граффити, но больше всего, признается, ему нравится писать портреты. В галерее Ахтембея можно увидеть портрет Гаспринского, Амитхан Султана, портреты родных и даже автопортрет. Мужчина, будучи инвалидом по зрению, при написании портретов вынужден использовать лупу и очки. Профессия агронома также вдохновляет художника к написанию серии работ, связанных с сельским хозяйством. Писание это вдохновение. Просто у меня задумка такая была. Там и женщины будут участвовать, девушки будут участвовать, там и виноградарь будут, и садовники, овощеводы. Большое внимание в своем творчестве Ахтем Алиев уделяет русскому поэту Александру Пушкину. И это не случайно. Прадед Ахтембея Мухаммед Мустафа в 1820 году в ханском дворце познакомился с Александром Пушкиным, а после пригласил его в гости. И вот они познакомились и рассказали друг другу. И он позвал его в гости. А дом наш, прадед
находился рядом с ханским дворцом. По рассказам мамы, что они, видимо, разговаривали о Коране, о истории ханского дворца. Теперь все воспоминания о встрече Пушкина с прадедом Ахтем Бей записывает. И в течение года планирует издать книгу «Пушкин и крымские татары». Также автор более 100 картин, провел 49 выставок и уже в апреле планирует провести свою юбилейную 50-ю выставку. София Шукурова, Энвер Аблязис, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До встречи!